Сыктывкарский университет принял уже более 3500 заявлений. Стекаются сюда абитуриенты из самых разных уголков. Активную конкуренцию местным составляют уроженцы Архангельской, Вологодской и Кировской областей. Радуют и иностранцы. Мы уверены, что сможем добиться успеха здесь, поэтому мы приняли решение учиться в СГУ. Мне всегда хотелось стать доктором, поэтому я выбрала направление лечебное дело. Традиционно высоким спросом у бывших школьников пользуются юриспруденция, медицина и информатика. Предложены в этом году и новые специальности. Новые направления у нас есть и для бакалавров. Например, это публичная политика и социальные науки. Впервые реализуем такую программу. Кроме того, это ряд новых направлений, новых программ, скажем так, по магистратуре. В основном это касается педагогического образования. Это инклюзивное образование, педагогика одаренности, это электронное обучение и так далее. Изменения и в Коми Республиканской академии госслужбы. Здесь 3 новых профиля управления – финансовое, проектное и малый и средний бизнес. И, внимание, с этого года сюда больше не поступить на заочную форму по юриспруденции, если у вас нет первой вышки. Кроме того, общее количество бюджетных мест в заведении сократилось. У нас действительно произошло снижение в 2 раза, но это не значит, что от этого сам, скажем так, уровень образования стал хуже, да? И на самом деле, если мы посмотрим практику и России, и из-за рубежа, то частное образование, да, коммерческое образование, оно развивается все больше. Мы, как другой вуз, тоже, как любые вузы, да, мы тоже вводим систему скидок, и на самом деле у нас самая минимальная стоимость, она самая маленькая в республике, 115 650, да, на программы такие, как зарубежное регионоведение, документоведение, на программу управления малым и средним бизнесом в рамках направления менеджмента. Традиционно здесь пользуются популярностью такие направления, как государственное и муниципальное управление, юриспруденция и управление персоналом. Причем здесь выбор молодых впечатляет. Уже сейчас они думают о перспективах. Решила поступать на магистратуру по направлению государственное муниципальное управление. И у нас появилось новое, так скажем, направление образования – это управление ЖКХ. Вот, мне это интересная тема, поэтому я бы хотела углубиться и изучить ее. Сыктывкарский лесной институт в этой компании гордо ассоциирует себя с флагманом в подготовке кадров для лесной промышленности как основополагающем направлении развития региона. Вот почему основные бюджетные места в этом году выделены на лесное дело, агроинженерию, ландшафтную архитектуру и технологию лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Определены приоритетные направления подготовки, то есть это те специалисты, которые очень нужны республике. Это ребята, которые придут на дневную форму обучения, поступят на бюджетные места машинооборудования лесного комплекса, а также это лесное дело. У них будет возможность получать в первом семестре при хорошем посещении занятий, обучения 7 тысяч дополнительно, то есть надбавку к стипендии, поскольку они помогают в целом развиваться лесному комплексу республики. А в УГТУ количество бюджетных мест выросло по нефтегазовому делу. Сейчас их 210. Это традиционно востребованное направление. В лидерах 3 специальности – техносферная безопасность, нефтегазовое дело, реклама и связи с общественностью. К слову, в нынешней приемной кампании и другие изменения. Мы получили впервые за много лет и бюджетные места на наши гуманитарные направления, такие как реклама и связь с общественностью, документоведение. Впервые у нас открыт специалитет по нефтегазовому делу. Напомним, для поступающих по результатам ЕГЭ приемная кампания республиканских вузов подводит свои итоги 26 июля. У будущих специалистов осталось время собраться с мыслями и принять единственно верное решение. Анастасия Самосудова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.